Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся в селе Нювчим. Мы приступили к черновой отделке дома. Дом строили не мы, но пригласили нас. Как видите, здесь приклеиваем белую ленту, ее уже не видно, чтобы соединить две этих пленки. А по периметру приклеиваем вот такую черную, которая склеивает пленку уже с деревянными конструкциями. Все очень герметично, чтобы бытовые пары, а их не видно даже, чтобы бытовые пары не проникали в утеплитель через всякие щели, да, и примыкания, и не разрушали его, не портили утеплитель. Следовательно, утеплитель долгие годы, многие десятилетия будет полноценно выполнять свою функцию, а не будет разрушаться. Это очень важно. Вот какая-то мелочь, да, ленты какие-то, да, но они на десятилетия продлевают срок службы. Это очень важно. Далее, деревянные конструкции не будут гнить, ведь эта влага, она будет оседать там, да, в том числе и на деревянных конструкциях. И деревянные конструкции, балки потолочные, будут гнить, тоже очень важно. Мы наращивали здесь пол 5 сантиметрами, увеличивали сам пол по высоте. Дальше пленки идут специально, пароизоляционные ленты, видите, все очень герметично. Лага фанерная и фанера. Все в разбежку, видите, нет линий, которые идут крестом, все в разбежку. Там листы пока просто накиданы. То есть вот так вот крестообразно мы не укладываем, чтобы единых линий не было, чтобы не было этих разломов. И здесь все очень герметично. Что мы видим? По первому этажу были балки 100 на 150. Печаль печалью. Сейчас покажу. Они вот здесь. Вот, это балки 100 на 150. Вот как видите, у них маленькое сечение, всего лишь 15 сантиметров. В каждом ролике вам говорю, чтобы такие не применяли. Господа, но дом строили не мы. Дом строила другая компания. Даже можете обратить внимание, они тут как пытались что-то, видите, все висит, все не очень, ну так, не скажу, чтобы печально, но и пленка самая дешевая, дешманская, функцию выполнять свою будет. Потолочные балки, вот, ну посмотрите, то есть потолок можно было поднять, мы потолок будем поднимать выше, вот это перебивать. И перебивать ригеля выше. Слишком низко сделали. Почему так? Ну пусть будет загадкой. Пусть хрен с ним. Есть еще нюанс. Вот стойки, которые стоят. Стоят прекрасно. Но почему-то с одной стороны взяли. Видать, окно запланировано. Ее пильнули. То есть вот эту несущую стойку пильнули. А куда же она упирается? На чем она? Так, вот, стойка установлена, уголок даже прикручен, который держит зачем-то это счастье. Ну ладно, история очень интересная. Так, вот за что он, за ригель держится эта стойка, раз. И все. То есть потолок держит крышу. То есть не крыша держит как-то потолок, да, а потолок держит крышу. Очень интересно. Ну это как-то так. Хорошо, что вот здесь закреплено и вот там закреплено жестко. Не критично. Ну, держаться будет нормально держаться, но подход своеобразный. Вот эти пленки мы применяем очень хорошие пленки ленты, но никак не армированную ленту, сантехническую. Промолчу. Вот эти сантехнические ленты. Вот сюда. Да.
Я думаю, вы уже понимаете. Не все идеально, поэтому внешне дома выглядят одинаково. А вот вопрос качества, это уже вопрос другой. Если к нам приходите, вы получаете безгеморройный результат. И сейчас заказчик данного дома обратился к нам, чтобы мы поправили текущую ситуацию. Мы поправим, вопросов нет. И сделали очень качественную отделку. Потому что всякие, не буду даже называть наименования данных компаний, это некрасиво. Да это и не поможет ситуации. Мои слова забудутся, все равно люди пойдут к этим компаниям. Блин, узлы покажу. Ой-ой-ой, как качественно. Даже вон замочек разошелся, да? Видно, да? Ой-ой-ой. Ой-ой, и так везде. Ой, как классно. Ой, как классно. Ой-ой-ой-ой. И вот лаги гуляют, прогибаются. Ну не надо такие лаги. Видите, пленка играет, да? Видно, да? Это только мой вес. Ой, какие замки. Хорошие. Ой-ой, ну что, ребят, пластину что не нашли? Пластинку не нашли, да? Уголок помяли. Ой-ой-ой, как-то скрепили, он же и дальше будет расширяться. Ну что за чушь такая? Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. И тут еще такие же волшебные замки. Вот с такими щелями. Ой-ой-ой. Ну, не критично. Не критично. Это все поправимо на самом деле. Но это дополнительные затраты. Дополнительный геморрой. Конечно, и это потом приходится переделать. Во-первых, это нервы. Это нервы, это потраченные деньги. Мы же строим дом для кайфа, правильно? Вот я всегда говорю, что для счастья, чтобы быть счастливыми, для кайфа, с кайфом жить. Но, как видите, с первого раза иногда такое не получается. Приходите в центр домостроения, вот, к нам. Проблем не будет. С кайфом построите дом. Из качественного материала. Грамотно по технологии. Чего вы экономите на этих лагах, пленках, крепежке? Сейчас еще покажу, почему надо делать окосячку оконных и дверных проемов. Не только для того, чтобы двери и окна сохранить от усадочных этих явлений, а еще то ли люди так уложили, то ли стену повело. Не, даже сантиметра 3. Палец можно засунуть. Если вот такая кривая стена. Вот мы будем делать еще окосячку. Мы постараемся это выровнять. Вот такое небольшое наследство. Вот так будет выглядеть окосячка оконных и дверных проемов. Сверху еще идет зазор на усадку. То есть вот конструкция. Деревянная конструкция, которая защищает окна и двери. А вот здесь ее пока нет. Посмотрите, как выглядит окно. Дорогие друзья, если и вам необходимо сделать черновую отделку, обращайтесь в компанию «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, посчитаем, все предоставим. Будем рады, если выберете нас для строительства вашего дома мечты. Все, приходите на консультацию, до встречи.